Бгажба Андрей Олегович родился в 1966 году в городе Сухум. Среднее образование получил в Сухумской средней школе номер 10. В 1988 году окончил экономический факультет МГУ. В настоящее время является сотрудником Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия, преподавателем кафедры экономической теории экономического факультета АГУ. Обладает 20-летним стажем работы в различных коммерческих структурах. Добро пожаловать на нашу передачу, на нашу кафедру, Андрей Олегович. Лекции, которые вы сегодня предлагаете, какие собственные деньги могут быть у Абхазии, нет слова о национальной валюте. А между тем, многие годы этот вопрос дискутируется в обществе и в различных кругах. В чем разница? Ну, прежде всего, я хотел бы донести сегодня до студентов, что понятие эмиссии денег, неразрывно связанное с понятием наличия собственной валюты, оно немножко разнится, что следует различать безналичные деньги и бумажные деньги, или наличные. И применительно к тому, когда мы говорим о национальной валюте, она включает в себя два элемента, а именно как безналичные деньги и наличные деньги. И вот если строго говорить, моя идея строится на том, что говорить о собственных безналичных деньгах пока рановато, может выведет нас экономическое развитие к этому, может быть нет. Но если рассматривать сегодняшнее состояние, то мы можем совершенно спокойно, на мой взгляд, выпускать бумажные деньги, которые собственные, которые бы опирались на, значит, те денежные потоки рублевые, которые осуществляются в Абхазии. И в этом смысле, поэтому я избегаю сознательно слова «валюта», а беру только часть того понятия, которое связано с национальной валютой, а именно ее бумажную денежную составляющую. Даже такая постановка вопроса, она может затронуть чьи-то интересы, экономические и коммерческие? Она, безусловно, прежде всего затронет традиционные подходы к экономике Абхазии, которые мы реализуем по привычке. Если эту идею реализовать на полную катушку, она может, конечно, сказаться на интересах тех, кто занимается экономикой в черную. Да? То есть она может определенным образом, часть экономики, конечно, не всю, но вывести из-под этого состояния. Может быть, в серое состояние, может быть, в белое состояние. Поскольку если ее реализовать, то выдача наличных денег здесь будет напрямую связана с контролем с нашей стороны по поводу того, сколько мы напечатали, чего мы напечатали, кому мы выдаем. И куда это идет? Это неизбежный спутник такого рода, реализации такого рода идеи. Проблема собственных денег у Абхазии – это экономическая необходимость или тут есть вопросы политической составляющей? Здесь у меня, честное слово скажу, нету политической составляющей раз и нету игр разума два. То есть потому что приходилось мне в порядке моей прошлой когда-то банковской деятельности сталкиваться с реальным денежным обращением. Я видел, как работают деньги как средство платежа и как денежное обращение осуществляется с помощью таких инструментов. В общем-то, это элементарное калькирование этой идеи применительно к Абхазии, которая, на мой взгляд, может привести определенный эффект в экономику. Но, как бы, если мне докажут, что то, что я говорю, неэффективно экономически, расчетами, я, конечно, в принципе, готов буду от этой идеи отказаться. Но пока этого нет. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Здравствуйте, друзья. В эфире кафедра лекции на абхазском телевидении. Какие собственные деньги могут быть у Абхазии? Интересная, давно дискутируемая, сложная тема. На эту тему лекцию читает гость нашей программы, экономист, преподаватель кафедры экономической теории АГУ, сотрудник Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Андрей Олегович Бгажба. На самом деле, я не считаю, что этот вопрос такой уж сложный. На самом деле, все гораздо проще. Надо просто посмотреть на то, как развивалось понятие денег в мире
с чем это связано, какие сегодня достижения экономической науки, и сравнить это с практикой. И поэтому наша лекция будет построена из двух частей. Я сначала покажу вам те опорные сигналы, на которые следует опираться при самостоятельном изучении теории денег и вообще, что это такое в современном мире. А второе, попытаюсь преломить это к Абхазии и объяснить, какие, на мой взгляд, мы можем иметь перспективы собственной денежной единицей. Ну, для начала хочу вам сказать и показать один такой простой пример. Для кого-то он может быть умозрительным, для кого-то может в карман полезть и посмотреть, и достать монету в 10 рублей, да, и монету в 5 рублей. Естественно, что на монету в 10 рублей вы можете купить больше, чем на монету в 5 рублей. Но на самом деле, если вы зададитесь вопросом, какая монета стоит дороже в производстве, выяснится, что 5-рублевая монета стоит дороже 10-рублевой. А 10-рублевая дешевле, чем бумажный аналог 10-рублевой монеты, 10 рублей бумагой в производстве. Дальше, если вы возьмете бумажку в 100 рублей и бумажку в 500 рублей, естественно, вы можете себе предположить, что между ними существует некоторая разница в цене, потому что на одной больше краски, на другой меньше краски, узоры сложнее, не сложнее. Но вряд ли производство 500-рублевой монеты стоит купюры 500 рублей, а 10-рублевой 10 рублей. Надеюсь, это у вас сомнение возникает. Если вы возьмете доллар США, вы увидите, что по большому счету доллар сложнее по оформлению, чем, скажем, купюра в 100 долларов. И может получиться, что как бумага, доллар дороже, чем 100 долларов. О том, что дальше происходит с подобного рода несуразицей, будем говорить чуть позже, а пока это уже вот одна такая поверхностная причина, которая может побудить интерес к тому, что же такое деньги сегодня, и почему, и как, и что с ними происходит. Теперь могу вам сказать, что история знает разные деньги. Вы, наверное, это слышали. Были деньги в виде баранов, были деньги в виде камушков, были деньги в виде кожаных мешков, были в содержании внутри серебра, карфагенские деньги, были железные пластины в виде денег. И все это шло к тому, были монеты, сегодня появились пластиковые деньги, деньги, которых мы не видим. Вот такова история внешне этого явления, которое мы проходили. Но если вы изучите литературу, вы увидите, что почти все авторы выделяют 4 основных функции денег. Мера стоимости, то есть через этот товар меряется стоимость всех других товаров. И на основании этого возникает такое явление, как цена. Второе – это средство обращения, функция денег. То есть благодаря деньгам товары переходят из рук в руки, и услуги, соответственно, тоже предоставляются, не предоставляются акторам экономического действия. Теперь третья функция – средство платежа. То есть это очень похоже на средство обращения, но в то же время оно усложняется всякими появляющимися денежными суррогатами, такими как банкноты, векселя, чеки и, более того, пластиковые деньги, расчетные счета банков. И в этом смысле деньги как средство платежа сегодня вытеснили функцию денег как средство обращения. Значит, четвертая функция денег – это средство накопления. Сокровища. Мы, накапливая деньги, становимся богаче, мы, накапливая деньги, можем инвестировать в экономику и так далее и тому подобное. И есть пятая функция – мировые деньги, которая имела значение в том понимании, которое господствовало именно как золото и серебро. Но сегодня этого нет. Сегодня мы не имеем возможности, видеть, чтобы государства друг с другом торговали, меняя товары на золото и серебро. И, вот эти 5 основных функций денег вы встретите почти в любом учебнике. И почти в любом учебнике вам будут говорить об этом. Более того, эти 5 функций денег строго совпадают с марксистской теорией денег. Почему обращаю внимание на марксистскую теорию денег? Прежде всего потому, что мы жили 70 лет в государстве, которое исповедовало марксистский подход к деньгам. К сожалению, государства нет, и, к сожалению, подходы остались. И многие современные понимания денег на территории бывшего Советского Союза, оно чревато именно вот этим марксистским прошлым.
оно несколько оторвано от того, что происходит реально сегодня в мире. Более того, от того, что реально происходит в этих странах. Абхазия в этом смысле, в силу известных причин, 20-летней почти оторванности от реальных экономических процессов, потому что нельзя считать ту помощь, которая нам оказывает Российская Федерация, что она впрямую нас вовлекает в реальные экономические процессы, которые происходят в мире. Она близка к марксистскому пониманию денег в своей деятельности. Отсюда у нас выпадает известный сегмент деятельности, связанный с теми возможностями, которые дает более современное понимание денег. Человечество со времен развития экономической науки пыталось выдвинуть огромное количество теорий денег, но, в общем-то, все они сводятся к трем основным. Первое – это у нас металлическая теория денег. То есть, когда только золото, серебро или какой-то иной металл или монета считается деньгами. То есть, тем товаром, на который можно обменивать товары и услуги. Она сменяется со временем так называемой номиналистской теорией денег. Когда говорится о том, что источник денег – государство. Именно государство как бы говорит, сколько какая денежная единица стоит, и благодаря этому масштабирует всю экономику свою. Третья теория денег – это количественная теория денег, которая обращает внимание на то, какое количество денег необходимо в обращении для нормального функционирования экономики. В своем законченном виде, современном, эта теория сегодня называется монетаризм. Это та теория, которая господствует в деятельности современных крупных развивающихся, малоразвитых государств. В частности, тот кризис, который сегодня мы переживаем в мировой экономике, он во многом связан с господством именно этого подхода. Хотя авторы этого подхода говорят, что их рекомендации не выполняются. Простая на вид рекомендация. Если мы хотим обуздать кризисные процессы в экономике, мы должны сократить предложение денег. Деньги станут дороже, экономика потихоньку восстановится, и потом мы можем усилить предложение денег для того, чтобы ее разогреть, то есть чтобы она развивалась и вела к экономическому росту. К сожалению, вы видите, что этого не происходит. И в этом смысле можно говорить о кризисе этой доктрины. Но если посмотреть на современную денежную систему, то можно увидеть, что она совершенно не похожа на то, о чем, нам многие рассказывают. Почему? Потому что сегодняшние деньги – это не деньги, которые привязаны к какому-то золотому эквиваленту или какому-то базовому активу, на основании которого они имитируются. Это достаточно хитрая система, которая развивалась следующими этапами. Долгое время считалось, что количество денег в экономике должно соответствовать золоту и серебру, имеющимся в стране. При этом наступил период, когда эта система рухнула. Это период Великой депрессии. Это 29-й, 30-й и прочие годы. И тогда, после Второй мировой войны, была создана Бреттон-Вудская система, которая гласила вот что базовой мировой валютой становится доллар США, который обменивался в определенной пропорции на золото. Кому интересно, 35 долларов стоила 1 тройская унция. Система эта существовала до 70-х годов, до тех пор, пока Никсон не отказался платить за доллары золотом Франции. И после этого система рухнула, возникла ямайская система, которая считает, что доллар – единственная резервная валюта в мире. Сейчас появилась еще евро, еще значение имеют, но меньше франк, иена и так далее. То есть вообще понятие привязки доллара к какому-то металлу исчезло. Но появилась система, которая диктует странам, которые хотят имитировать и иметь собственную валюту, подход, именуемый currency board по-английски. Перевести его можно как валютное управо, валютное управление. То есть ты можешь выпускать столько денег, сколько у тебя есть золото-валютных резервов. Золото все равно все как-то хранят, но все равно его оценивают в долларах. И, соответственно, в основе этой системы лежит долларовые запасы страны. Там может быть золото, могут быть алмазы, могут быть евро. Вот все валюты, которые резервными считаются. Теперь
Россия живет вот в этом принципе. Когда мы говорим про Абхазию, очень часто слышим, что у нас нет золотовалютных резервов, поэтому мы ничего эмитировать не можем. Значит, вот вы это запомните, а потом мы сейчас к этому снова опять вернемся. Итак, сегодня мы имеем, значит, ямайскую систему, которая корректируется так называемым Вашингтонским консенсусом. А что такое Вашингтонский консенсус? Это правила, принятые Международным валютным фондом и Всемирным банком для стран, которые хотят рассчитывать на их помощь. Их 10 принципов. И для стран, которые должны, значит, придерживаясь этих принципов, развивать свою экономику. И, значит, если сравнить эти 10 принципов со многими странами мира и с Абхазией, выясняется, что эти принципы не работают, что они оказались идеальными, во многом придуманными с целью, значит, контролировать процессы, проходящие в других странах. У нас нету устойчивых каких-то жестких правил, к которым мы должны стремиться. И если мы будем смотреть должны выбирать эти правила, исходя из собственных возможностей, их понимания и использования на практике, может, даже нестандартных подходов. Именно таким образом многим странам удалось преодолеть свою вековую, скажем так, отсталость. С этой точки зрения, если мы посмотрим на современные деньги, откроем учебник «Экономикс», откроем учебник «Современные деньги», значит, написанные автором в 2002 году, вы увидите, что для современных денег характерны следующие вещи. Во-первых, они носят фидуциарный характер. Слово «фидуцио» по латыни означает «доверие». То есть это по определению экономикса некий актив, которому все люди доверяют, в том плане, что его можно обменивать на любой другой актив. То есть это не обязательно должна быть 10-рублевая бумажка, это может быть тетрадка, может быть ручка. Это как обществу нравится. И второе, деньги носят фиатный характер. Ну, фиат не машина имеется в виду, а декретивный. Государство говорит, вот это деньги. Если мы возьмем первую такую деньгу, то увидим, что это Соединенные Штаты Америки и доллар США. Почему? Потому что доллар США, он, если вы посмотрите, чем он обеспечен? Обеспечен он двумя вещами. Во-первых, то, что сзади написано «In God we trust», то есть мы доверяем или верим Богу, кому как нравится, тот переводит. И второе – богатством Соединенных Штатов Америки. Нету ни одного экономиста в мире, который бы мог термин «национальное богатство» превратить в цифры. Почему? Потому что в понятие национальное богатство входят такие вещи, которые посчитать фактически невозможно. Например, интеллект. Есть понятие интеллектуальный капитал. Но есть проблема, как его посчитать. Каждый из вас может считать, что его мозги недооценены или стоят $1 триллион, а другой считает, что 2 триллиона. Как это доказать, как проверить? Прямой оценки нет. Есть косвенные методы, но они уже не точны. Уже вы не можете... То есть у вас в базе валюты стоит зыбкая основа, которую невозможно посчитать. Второе – недра. Сегодня мы посчитали, например, что в Скворчале доломита запасы такие-то, значит, мы считаем по запасам доломитов, включаем этот расчет в богатство. А завтра мы узнаем, что в этом доломите, например, содержится магний, который дороже доломита в несколько раз, соответственно, эти запасы можно посчитать по-другому. Понимаете? То есть в основе понятия национального богатства лежит зыбкая основа. Поэтому для того, первый вывод, который просится, для того, чтобы имитировать свою валюту, золотовалютные резервы не обязательны. Они обязательны исключительно для currency board. То, как живет Россия. То есть у них есть золотовалютные резервы, причем, вот обратите внимание, Россия не все деньги, которые зарабатывает, отправляет в золотовалютные резервы, потому что понятно, что наступил момент, когда те деньги, которые имитируются под эти золотовалютные резервы, достаточны для экономики, все остальное лишнее. Экономика в результате этого может потерпеть крушение. Вот. И, значит, первый момент, который хотел обратить. Современные деньги носят фидуциарный и фиатный характер. Это вообще называется бумажно-денежный стандарт. И они обеспечены исключительно, так сказать, правом государства сказать, что вот это вот мои деньги. Но это деньги в том смысле, в каком их строят Соединенные Штаты Америки. Это деньги в том смысле, в каком их строит Европейский Союз. Это даже деньги в том смысле, в каком их строит
значит, Российская Федерация. Теперь, понимаете, вот то, что я вам рассказываю, это магистральный путь движения денег. Рубль вы тоже не поменяете на соответствующий эквивалент какой-то золота, серебра. Рубль тоже обеспечен богатством России. Рубль вы не поменяете на часть золотовалютного резерва. То есть вы видите, что есть некая устоявшаяся теория, а есть современная практика. Она немножко другая. И вы, когда все вот это от меня слышите, причем я вам сознательно рассказываю пунктирно, не углубляясь в детали, потому что считаю, что каждый из вас в состоянии углубиться туда дальше и понять сам. Я просто вам рисую пунктиры до того, пока мы придем к идее денег, которые могут быть в Абхазии, у Абхазии точнее. И вот что еще хочу обратить внимание. Это магистральная линия развития денег. Но параллельно с ней, особенно активно в 20 веке, существует не магистральная линия развития денег. Существуют попытки организации денежного обращения на иных принципах, нежели они действуют в современном мире. И эти попытки говорят нам о том, что мы тоже можем попытаться. Причем некоторые попытки действуют и живы. Вот я вам скажу историю с Фрайгельд, по-немецки «свободные деньги». Автор этой идеи Сильвио Гезель. Впервые она была применена в конце 20-х годов в Баварии, в Германии. После успеха она была применена в городе Вергль, Австрия. И после колоссального успеха, когда около 300 городов захотели повторить эту идею Фрайгельд, свободных денег, Национальный банк Австрии увидел угрозу своему существованию и запретил этот проект. Теперь хочу вам сказать, что не все страны мира разрешают у себя подобного рода проекты, которые выбиваются из той денежной системы, которая существует в стране. Но вот в Соединенных Штатах это, например, можно. И, значит, это у них называется итакские часы. То есть есть такой город Итака, где работают итакские часы, то есть человек получает не деньги, а ему начисляются часы за работу, которые он может обменять на определенные продукты, производимые в рамках общины. И все эти идеи, вот, о которых я говорю, это создается некий замкнутый оборот, в некоторых случаях возникает бумажка, итакский час, он есть как бумажка, так же, как и были свободные шиллинги в проекте Гезеля. А в некоторых не возникает, в некоторых все происходит в рамках биржевого обмена без возникновения собственных бумажек. И вот, значит, что сделал Сильвио Гезель? Город Вергль плохо себя чувствовал, товары плохо продавались, у людей была низкая заработная плата, были, следуя системе, закредитованы, год 1932. То есть это депрессия еще шумит вовсю, великая. Значит, у государства в лице этого микрогорода управления была там определенная живая сумма денег. Вот на эту сумму денег они выпустили так называемые свободные деньги. И зарплату людям выдавали в виде свободных денег половину в виде живых шиллингов. После этого свободные деньги, их называют еще деньги с отрицательной стоимостью. Допустим, раз в неделю последний владелец этих денег, для того, чтобы их оживить, он должен пойти в магистратуру, заплатить туда определенную сумму, ему наклеивают марку, и эти деньги живут еще неделю. Понимаете, да? В результате что получалось? Выгодно было продавцам товаров получать вот эти свободные деньги, потому что у них начал продаваться товар. Рабочие начали приобретать себе определенные продукты питания и так далее. И вот, в общем, эта система закрутилась и дала эффект. Кого подробно интересует, читайте идею свободных денег Гезеля. Что касается итакского часа, система начала работать с 1991 года. Идея приблизительно та же. Ты производишь продукцию, и она приравнивается к определенному количеству часов. Час равен какому-то количеству долларов. Допустим, 40, когда имитировали. Вы можете с этим ознакомиться тоже. Дальше есть идея
ЕТС по-английски, значит, переводится это дословно система обмена, локальная система обмена товаров, exchange биржа, да, вот Е это значит. То есть тоже работает и, кстати, популярно. Есть в Японии такая же система, связанная с здравоохранением. То есть вот такие вот замкнутые денежные системы существуют в мире или были в мире, и такие опыты были. То есть у нас есть возможность понять, что в мире есть опыт немагистрального пути развития. Так? То есть мы две вещи вывели. Первое, что современные деньги – это совсем не то, что написано в теории. Второе, то, что в мире, кроме этого магистрального пути, есть, значит, попытки построить другие системы на других принципах. Не хочу сейчас сдаваться, чтобы не перегружать, учитывая, что у нас аудитория разная, не все экономисты. Я просто даю вам общее представление пока. Есть еще очень популярный в Швейцарии вировский опыт, но их тоже немножко прижимают, поскольку вот эта проблема существует. Центральные банки не любят наличие вот таких замкнутых систем. Понимаете, да? И очень часто их сознательно ограничивают, не распускают дальше. Но они существуют или были. То есть мы понимаем, что в мире есть опыт, который нами может быть использован. Почему может быть? Потому что любое явление имеет свои рамки исторические. Это всем должно быть понятно. И в этом смысле я противник того, что есть какие-то общие экономические законы, которые вот неизбежностью произойдут. Нет, не может такого быть. Естественных законов, как это писала классическая политэкономия XIX века, как это любили искать некоторые в XX веке. Естественный закон, то есть как бы природный, хочешь не хочешь, он произойдет. В экономике быть не может, потому что там есть такая гадость, как субъект, то есть человек, у которого есть свои субъективные интересы, и который всегда себя может повести по-другому, нежели требует закон. Это, кстати, мы в обиходе наблюдаем очень часто, поэтому я считаю, что кто умеет использовать свое современное состояние и находить пути выхода из сложившейся ситуации, то государство, оно и будет государством прорывного развития. Кстати, например, если взять Абхазский госуниверситет, наш декан экономического факультета, он вполне устойчиво отстаивает идею, что может жить государство и работать эффективно, используя валюту другого государства, то, как у нас сегодня существует. Это другая точка зрения, как бы, и с ней особо я и полемизировать не хочу, я пока хочу донести свою точку зрения, а потом уже дальше время покажет. Еще одну вещь я вам хочу сказать, что когда мы говорим о деньгах, нужно знать, что там работает, это важно для нас, закон Грешема. Он гласит, есть много авторов, которые его трактуют по-разному, очень трудно найти правильное, адекватное его толкование, потому что некоторые авторы толкуют его так, как им выгодно. Вот был такой известный экономист фон Хайек, он, значит, в 1975 году выпустил книгу «Частные деньги», где, опираясь на закон Грешема, проводил идею, что каждый банк в состоянии выпускать деньги, и что, значит, децентрализация денежного обращения полезна, и что в процессе рынка выяснится, у кого деньги лучше и так далее. А закон Грешема должен позволить вытеснить из обращения, значит, недооцененные правительством деньги. То есть деньги, оцененные правительством, они вытесняют деньги, недооцененные правительством. И есть трактовка, значит, худшие деньги вытесняют лучшие. Ну, то есть, если считать, что золото хорошие деньги, оно было вытеснено бумагой. Если считать, что бумага хорошие деньги, они вытеснены сегодня электронными картами платежей и так далее и тому подобное. Вот. Это вот пунктир. То есть, мы имеем в виду, что мы можем вытеснять то или другое. Мы можем хорошие деньги вытеснить плохими, к примеру. И дальше очень интересный момент, связанный с деньгами, это то, что не надо путать эмиссию и печатание денег. Вот очень часто вы слышите в обиходе: государство запустило печатный станок, государство запустило эмиссию денег, как тождественные явления. Ничего подобного. Дело в том, что надо сегодня существенно отличать друг от друга безналичные деньги и наличные деньги. И когда речь идет об эмиссии, то она прежде всего осуществляется в безналичных деньгах, путем записей на счетах.
она может сопровождаться деятельностью печатного станка в двух видах. Во-первых, как в Соединенных Штатах делают, имитируют облигации, которые потом покупают. Значит, тогда печатный станок как бы работает немножко, да? А второе, вот касаемо тех денег, которые мы в кармане имеем, это не обязательно, что эмиссия денег безналичная будет сопровождаться печатанием этих денег физическим. Она может сопровождаться, может нет. Все зависит от количества денег в обращении и скорости денег в обращении. Идея Гезеля, она сработала, потому что вот эта свободная валюта в 3 раза быстрее обращалась, чем, собственно, реальный австрийский шиллинг внутри экономики этого маленького города австрийского. И вот, очертив этот пункт, значит, приходим к следующему. Очень интересно. А вот помните, я вам говорил вначале о том, сколько стоит производство той или иной купюры, монеты и так далее. Вот явление, связанное с зарабатыванием предприятия на чеканке монеты, на выпуске бумаги. В данном случае под предприятием понимается государство. Вспомните номиналистическую теорию. Сегодня фактически во всех странах мира деятельность монополизирована по эмиссии государством. Ну, в США это федеральная резервная система, но в свете последних событий, то есть, чтобы вы понимали, федеральная резервная система – это объединение частных банков коммерческих, которые имеют право эмиссии. Как это происходит, это второй вопрос. Но смысл такой, что, значит, сейчас их немножко государство вроде под себя берет в плане контроля деятельности и так далее. Но, опять же, главным выгодополучателем является эмитент. Понимаете? Сколько нужно денег на производство бумаги? Ну, явно не $100 за $100. Вот. А вот эту разницу, сколько тратится на производство валюты, между номиналом и реальной себестоимостью, и плюс затраты на поддержание обращения, то есть замена купюр, там, сопровождение, охрана, пока наличность довезут до кого-то, улавливается государством, которое имитирует соответствующую валюту. Имитировали Соединенные Штаты доллар, потратили на него 10 центов. В России доллар стоит 30 рублей. Так вот, фактически на 10 центов они покупают товаров на 30 рублей. Понимаете? Что такое синьораж и выгода от него? Понятно, да? Или нет? В конечном итоге выигрывает то государство, которое имитирует валюту, которая становится резервной для другой страны. Вот вам ущербность currency board с точки зрения мировой экономики. То есть Соединенные Штаты и Евросоюз путем эмиссии вот такой улавливают синьораж в свою пользу. То есть вот эту разницу между реальной стоимостью бумажки и, значит, реальной его курсовой наполняемостью. А что касается безналичных денег, так там вообще все просто. Там вообще электроника работает. Вот. Но однако весь мир сегодня зарабатывает прежде всего в безналичных деньгах. И весь мир стремится к тому, чтобы помимо преодоления кризиса нынешнего, он стремится к тому, чтобы как можно больше денег находилось в безналичной форме. А потом, уже находясь в безналичной форме, они стремятся эти деньги в некризисный период разместить в красивые, хорошие активы, которые будут им приносить доходы. Когда начинается кризис, мы наблюдаем бегство из активов и уход в состояние хороших денег. То есть хорошими деньгами сейчас доллар, евро считается. Понятно, да? И как бы все это происходит в безналичной форме. Значит, что мы имеем в этом смысле? Мы имеем в этом смысле, что, значит, все банковские системы стремятся, чтобы деньги не только были в безналичной форме, но и оседали в системе в безналичной форме. Для этого нужны пластиковые карты, для этого нужны электронные платежи, всякие системы, значит, электронные расчетов и так далее и тому подобное. Все это позволяет банковской системе аккумулировать у себя деньги и использовать их в активных операциях, чтобы зарабатывать. И вот теперь, вот, исходя из того, что я сказал, первое мы что должны отметить, применительно к Абхазии. Во-первых, сегодня деньги не обязательно должны иметь под собой золотовалютный резерв. В ряде случаев достаточно, как в Соединенных Штатах, мнения государства о том, что это деньги. Во-вторых, люди должны признавать этот актив. В-третьих, в борьбе разных теорий денег победило современное состояние. Как мы можем это использовать в Абхазии и для чего нам это надо? Значит, я вам скажу, что
Первое, что меня наталкивает на эту... Во-первых, понятно, да, что идея того, что мы можем что-то делать, она есть. Можем ли мы иметь собственную валюту? Для собственной валюты, в широком смысле слова, то есть имеется в виду, что сюда должны входить наличные и безналичные деньги, которые должны иметь определенную цену на рынке. Они должны быть кому-то интересны, кто-то должен стремиться покупать и продавать товары, связанные с именно вот этим наименованием. Мы вряд ли в состоянии в полном мере свою валюту создать, потому что у нас нет для этого базы. Анатолий Оторба в этом смысле предлагает определенные схемы, просто я не совсем с ним согласен, но не в этом дело. Суть в том, что его идеи имеют право на жизнь, благо они не его единственные, а таких людей в мире хватает, которые подобного рода идеи предлагают. Как развить собственный экономический базис, чтобы иметь еще и собственную валюту в широком смысле. Но в узком смысле вернемся к наличным деньгам. Что такое наличные деньги в ваших карманах? Это всего лишь некий символ, с помощью которого вы можете пойти в магазин, купить необходимый товар. Или, можете пойти, допустим, в парикмахерскую, получить услугу парикмахера. И в этом смысле бумажные деньги, собственно говоря, вам-то особой разницы нету, на что их тратить. Согласны со мной? Если я вам порежу бумагу, нарисую красиво и скажу, что это деньги внутри Абхазии, вы совершенно спокойно можете ходить и получать за нее товары и услуги. И в этом смысле, если говорить о тех деньгах, которые могут быть в Абхазии и у Абхазии, первое, что я говорю, это бумажные денежные знаки, которые мы можем выпускать. Во-первых, можем ли мы это делать и нужно ли нам это делать? То, что можем, однозначно, потому что исторически вообще бумажные деньги появились в виде, имеется в виду в период развития капитализма. Я не имею в виду бумажные деньги какой-нибудь китайской династии или Чингисхана, не имею в виду. Речь идет о том, что у нас, появились банкноты в одном из английских банков в момент промышленной революции. Это, лет, наверное, чтобы так не соврать, 300 назад. Что они означали? Что владелец этой бумаги может прийти и в этом банке получить грамм золота. И предъявитель этой бумаги говорит о том, что в этом банке у него лежит грамм золота, к примеру, я говорю. Вот появилась так банкнота. И, когда крушение такого взаимоотношения бумаги и золотого металла произошло, я вам говорил, в связи с Великой депрессией, но и Бреттон-Вудом потом. Но смысл в том, что смысл записи был, что лежит какой-то хороший актив. С точки зрения Абхазии, базой для этой бумаги может служить тот российский рубль, тот доллар, тот евро, который сюда заходит в безналичном виде. Если вы проследите наличное обращение, то выглядит оно у нас приблизительно так. Некто получает деньги на счет, идет, снимает их в наличной форме, потом тратит их в магазине или на рынке. После этого путем определенных преобразований или напрямую в виде наличности эти деньги опять едут в Россию для приобретения товаров. Дальше у нас происходит следующее. Национальный банк Республики Абхазия, чтобы поддерживать обращение в рублях, завозит сюда наличность, которая потом также, тот же путь происходит, она уходит в Россию, и опять мы ее завозим. То есть фактически в моей идее есть идея упорядочивания денежного бумажного обращения. То есть это первый этап, который бросится в глаза. Дело в том, что если бы у нас работала экономика, как она работала в постсоветских странах после развала СССР, то мы бы увидели, что такие вещи сплошь и рядом происходят в реальной экономике. Это когда люди рассчитываются за платежи векселем, например. Вексель означает, что деньги по нему будут заплачены в определенное время, в определенном месте определенному человеку. Но пока они не превратились в деньги, эта бумага позволяет вести товарное обращение. Да? То есть до появления денег я могу этим векселем рассчитаться по товарам и услугам на разных условиях. Теперь смотрите, когда вы получаете в руки банкноту банка национального, она должна означать, что эта банкнота может быть обменена на хорошие деньги, именуемый российский рубль, в определенной пропорции. Я в своей идее предлагаю менять 1:1. То есть внутри Абхазии обращение, оно, регламентируется прежде всего, тем, что мы говорим, что внутри Абхазии рассчитываемся только этими
банкнотами Банка Абхазии. Они могут быть легко обменены на рубли. К этому легко привязывается пластиковая система, и, соответственно, если человек выезжает, он с помощью пластиковой карты может деньги в России получить уже по российским системам, или, если хочет, пусть получает здесь. Что это нам даст? И вообще, стоит ли игра свеч? Ну вот, кто-нибудь из вас обращал внимание на такую бумагу, как отчет Национального банка Республики Абхазия о денежном обращении в стране? Он, обзор денежного рынка называется. Он издается раз в месяц и итоговый по году. Значит, если смотреть 2012 год, результаты. Через Абхазию прошло порядка 18,5 миллиардов рублей, поступило сюда, 55 миллионов долларов и 10 миллионов евро. Выдано было 21 миллиард рублей, 55 миллионов долларов и почти 10 миллионов евро. То есть вы видите, да, что у нас выдано было больше, чем поступило. Это говорит о том, что мы не управляем процессом бумажно-денежного обращения, понимаете? Потому что это все выдача из касс, это налично-денежный оборот. В этом смысле, смотрите, на этом фоне в 2012 году мы завезли 10% от общего оборота в виде наличных денег из России, то есть порядка 2 миллиардов рублей. Если бы мы с помощью бумажных денег заменили вот эти наличные деньги, вот эти 2 миллиарда реально завезенных, превратили их в безналичность, наша банковская система получила бы источник безналичных денег для активных операций. То есть кредитов. И, допустим, если бы она консервативно разместила эти 2 миллиарда рублей в депозит Центрального банка Российской Федерации, мы бы на этом заработали 5% в год, то есть 100 миллионов рублей. Дополнительно в бюджет республики. 100 миллионов рублей, кстати, мы с вами потратили на пластиковую программу. Главное, что в этой идее с бумажными деньгами заключается в том, что все это можно посчитать, можно сравнить, можно вывести, и можно таким образом получить народно-хозяйственный эффект. Этот эффект можно сравнить, например, с тем эффектом, который мы получим от введения пластиковых карт. Это можно сравнить с другим эффектом. Хочу, чтобы вы понимали, если любая банковская система стремится превратить наличные деньги в безналичные и повысить оседаемость остатков клиентов на своих счетах, то нельзя сказать, что банковская система Абхазии этого не делает. Во-первых, идея пластиковых карт это работает на эту систему. А во-вторых, вот те монеты, которые мы выпускаем, праздничные, из драгметаллов, они тоже способствуют связыванию денежной массы, оседанию ее у банков. Однако надо посчитать, насколько все это эффективно. Значит, и насколько удалось достичь этого роста оседаемости. Ну вот, когда 2013 год закончится, будут отчеты, можно будет этот эффект посчитать. Дело в том, что у нас многие эффекты можно посчитать, сравнить, оценить и решить. И вот пока, значит, я, например, считаю, что вот эта идея напечатать свои бумаги, она эффективна потенциально. Да, я не проводил точных расчетов, но здесь проблема не столько во мне, сколько, скажем, некоторые трудности для получения необходимой информации, чтобы такие расчеты произвести. Потому что у нас по закону о тайне любую финансовую информацию из Нацбанка можно посчитать секретом, и ее будет трудно получить. Я черпаю информацию только из официально опубликованных цифр Нацбанком и знаю их ущербность. В частности, вот эти цифры, которые я вам озвучил по приходу-уходу денег в 2012 году, это не точные цифры, в них есть двойной счет. Его надо убрать. И чтобы это убрать, нужна более подробная расшифровка по счетам операций и так далее, но этого нет. Итак, значит, резюмируем. Если рассматривать возможные перспективы
современных способов использования денег в Абхазии, то я прежде всего сторонник введения собственных бумажных денег, которые были бы эквивалентны денежным единицам Российской Федерации, носили бы похожее название и заменили бы у нас в обращении российские рубли. Значит, кстати, не забывайте, что в результате этого может получиться и определенный народно-хозяйственный эффект по выводу экономики из тени. Потому что, когда у тебя эти деньги будут выдаваться, вот если деньги, смотрите, деньги поступили на счет и в безналичном виде, у нас будут те же рубли Российской Федерации. А выдаваться будут в наличном виде только местные бумаги. Тем самым возникает зона контроля над снимаемыми деньгами. Понимаете меня дальше, да? Потом эти деньги только на территории Абхазии работают, значит, это определенные ограничения для черного рынка в операциях. Значит, они будут выходить на свет. Я не говорю, что на 100%, но на сколько-то процентов выйдут. То есть смысл моей идеи в данном случае простой. Выпуская эти бумажки, мы можем достичь народно-хозяйственного эффекта. Какие контрвозражения я против себя вижу? Все возражения, которые можно сказать, для меня носят технический характер, то есть они разрешаемы, кроме двух. Для меня это пока не очень решенный вопрос. Первое – это фальсификация. И второе, насколько Российская Федерация может понять вот подобного рода идеи, и насколько мы сможем, если сами захотим, ее в этом убедить. И третье, вот вы скажете, народ не поймет, зачем это народу надо. Вы понимаете, если проводить разъяснительную работу и не обухом по голове вводить, а объяснить и показать, что может быть, эта идея может быть запущена. Вот есть возражение, ах, нашему Нацбанку нельзя давать, он такое понапечатает. Ребята, законы, которые регулируют эмиссию. Все считается, сколько денег для обращения нужно в виде бумаг, это считается. Это вы по курсу экономики должны знать. Количество денег, необходимых для обращения. Понимаете? Вот. И самое главное, на что я хотел бы вообще обратить внимание, что сегодня некоторые вещи, которые мы вот думаем, что они устоялись, это далеко не так. Современный кризис как раз это нам и показывает, что у нас стандартные решения не работают. Понимаете, вот, считается, что последние 30 лет это эпоха господства доктрины либерализма, монетаризма, как ее составляющей. Новая либеральная революция, как только они называли. Однако сегодня посмотрите, что происходит. Никому не понятно и не ясно, как и почему вылезти из этого кризиса. Деньги своим вот этим характером, не привязанным ни к чему, достаточно виртуальны стали и стали, в общем-то, играть опасную роль. Их эмиссия бесконтрольная. Но мы-то находимся не в такой ситуации. У нас своя, грубо говоря, история сегодняшняя. А вот исходя из этой истории, если посмотреть вокруг, нам, может быть, и выгодно замкнуть это денежное обращение, как это замыкали в период кризисов и в разных странах мира, когда создавались вот эти замкнутые сообщества. Никогда не надо забывать, что Абхазия – это страна, где на сегодняшний день живет 243 тысячи населения. Это значит, что мы небольшая страна, в которой короткие расстояния, и в которой многое можно посчитать. И многие вещи можно отрегулировать. Вот, как бы исходя из таких соображений, я считаю, что в Абхазии, значит, бумажные деньги могут иметь хождение. Параллельно я бы с этим, конечно, обязательно провел в некотором смысле банковскую реформу в плане того, как должны работать банки наши с другими видами операций активных. Если вы посмотрите балансы наших банков, увидите два основных источника доходов. Первый – это кредиты, проценты по кредитам. Второй – это расчетно-кассовое обслуживание. Такие виды, как купля-продажа рубль-доллара, зарабатывание на рынке Форекса, такие как краткосрочные межбанковские кредиты российским банкам, например, и так далее, все это закрыто. Другое дело, что масштабы нашей системы не такие, что мы могли бы так легко выходить на российский рынок и кредитовать. Ну, понимаете, там не будут с тобой работать по 100 тысяч долларов, будут с тобой работать миллионом долларов, там, миллиардом рублей по разным коротким активам. И в этом смысле, может, иметь смысл Нацбанку взять это в свои руки и вот так управлять временно свободными средствами, которые будут от этой системы замены бумажных денег оседать в банках. Консолидировать и выходить на рынок. Но у нас Нацбанк, он ограничен
он по кредитам должен получать разрешение парламента, понимаете? Но это так невозможно, если ты каждый день будешь выдавать кредиты, чтобы ты каждый день получал там разрешение. Поэтому вот мою идею реализовать, если то не получится, она без того, чтобы определенным реформам мы банковское законодательство не подвергнули. Ну и главная вот мысль моя такая, что сегодня нужны точные знания и стандартные, и нестандартные решения. Тогда мы можем оперативно куда-то прийти. Вот. И, значит, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать об этой идее. Конечно, признаюсь, что местами она кажется несколько сыроватой, но я утверждаю вам вполне ответственно, что при специальном подходе все это, то, что я говорю, считается и сравнивается. Если говорить о пластиковой системе в Абхазии, в школе затронул этот вопрос. Мне кажется, что быстрого эффекта и бурного от ее применения в плане того, чтобы превратить наличные деньги в безналичные, и у банков появился бы дополнительный источник как операций, так и дохода, потому что комиссии и так далее, в быстром времени это у нас не получится. Потом главная беда, потому что у нас 243 тысячи человек, а расчет на туристов, он носит кратковременный характер. И вопрос еще для пластиковой системы, выгодно это, эффективно или нет. Понимаете, в мире Visa и MasterCard потому известны, потому что очень много людей там обслуживается, поэтому эти системы окупаются. Когда мало людей, когда ты ввязан в другую систему, большие сомнения. Поэтому упорядочивание денежного обращения – это вопрос, который нам необходим, потому что любое современное государство достигает успеха, в том числе и тогда, когда у него оно упорядочено. Вот, надеюсь, как бы мой ответ на вопрос, какие деньги собственные могут быть в Абхазии. Что касается валюты в полном смысле слова, это отдельная тема для разговора. Об этом надо говорить отдельно. И, конечно, пока я не вижу базы для этого. Но вот изучение опыта не магистрального развития, скажем, денежных процессов, а вот таких, как Сильвио Гезель и так далее, и тому подобное, и применение их на практике, это может для нас дать достаточно серьезный эффект. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Какие конкретные шаги со стороны правительства уже сделаны или когда рассматривается эта идея со стороны правительства, то есть по внедрению ее? Нет, я могу сказать, эта идея у меня возникла очень давно, поскольку по роду своей деятельности я работал в банке коммерческом. Я очень хорошо представляю, как реальные деньги могут быть заменены суррогатами. То есть, вот, например, вексель – это в каком-то смысле денежный суррогат. На нем написано, что он станет деньгами через месяц, но сегодня его используют как деньги. Да? Отсюда простой взгляд на российские рубли. Да? Тоже своеобразный currency board, только немножко по-другому. Я не имитирую деньги в полном смысле слова, безналичные, я только наличность. Я только беру технические вопросы. Я даже дал интервью где-то года 4-5 назад. Реакции никакой у нас, потому что люди живут в эпоху золотого валютного стандарта. Потому что... Я не поверю никогда, что печатание бумажных денег, которые будут несколько раз ходить выполнять свою функцию, стоит дороже, чем ставить в Абхазии систему пластиковых карт. Не поверю. Но вопрос находится на какой стадии? Чтобы дать точный расчет, нужно получить сигнал, что это интересно. Если это интересно, если мы это делаем, тогда садимся, считаем, делаем, запускаем. Вы сказали, что половина всех государств, то есть они уже опираются не на золото и серебро, а вообще вот на... опираются. Да, и на недра государства и интеллектуальные запасы. Капитал. Как вы считаете? Да, капитал. Как вы считаете, Абхазия, в Абхазии достаточно ли тех запасов, чтобы внедрить деньги? Интеллектуальных однозначно навалом. Я вам скажу, что я по роду деятельности общаюсь с преподавателями, связанными с экономикой, общаюсь в разных местах со специалистами в области экономики. В Абхазии очень серьезный интеллектуальный потенциал есть, но он не используется. Не знаю почему, и мы говорим, что у нас нет специалистов, но
Значит, тот, кто говорит о том, что у нас нет специалистов, значит, он говорит, что он специалист, потому что он тогда берет на себя бремя оценки, специалист человек или нет. Я, как экономист, скажу, что у нас достаточно много людей, грамотных раз, во-вторых, мыслящих нестандартно. Я вам скажу такую вещь. В Абхазии, в принципе, в нынешней ситуации надо забыть о том, что мы были частью Советского Союза. Советского Союза нет, и разделение труда уже другое. И, допустим, если в советское время наш производитель, пускай даже не промышленный, а сельскохозяйственный, у него голова не болела, как продать товар до процесса производства. Сегодня надо, чтобы голова болела, потому что советского разделения труда нету, и ты не сможешь продать тот товар, который ты производишь. И этот момент над нами давлеет, потому что нас 243 тысячи, нас сегодня не больше, не меньше по официальной статистике. Значит, не все экономические процессы у нас будут работать так, как они работают в 150 миллионах Российской Федерации или там 300 миллионах Соединенных Штатах Америки. Понимаете? Но в этом и наша прелесть, что нас мало и у нас короткие расстояния. Страны мира отказались от того, что в основе их денег лежит принцип обмена на золото или какой-то хороший актив. Они от этого отказались, но тем не менее наличие в стране золота – это признак ее устойчивости, понимаете? Поэтому они все равно накапливают золотовалютные резервы. Хотя это очень сложная тема для внешнеполитических и прочих игр, и ей можно посвящать отдельные лекции, но поймите правильно, все относительно в мире, ничего справедливого не бывает. Да, доллар вы на золото не обменяете, но, допустим, тот же Китай и те же россияне, они это золото на рынке покупают. И вы смотрите, как играют ценой на золото. Но после Ямайки, 1972 год, признано было, что золото является обычным товаром. Не сверх каким-то, а обычным. То есть, и вот что с ним происходит, это как бы вроде с обычным товаром. Ну, торгует им государство в основном. Ну, в чем дело. Поэтому все тут, да, но тем не менее, смысл какой, понимаете? Фиатность и фидуциарность – вот принципы современных денежных систем. То бишь, доверие к деньгам и декоративный характер. А не потому, что там, как было по Бреттон-Вудской системе, значит, унция стоила $35. Если ты приносил $35, ты получал около 30 грамм золота. Этого нет. А есть только я сказал, вот те деньги. И этим мы должны пользоваться, иметь современными такими решениями. Вот в чем дело. И моя задача в этой лекции внутренняя была показать вам, как возможно, в принципе, на основании, потому что большинство из вас в банке не работало. Я многое из того, что говорю, видел. Я делал просто с другими инструментами. Поменять название инструмента – это несложно. Идея может прийти в голову нескольким людям. И я к тому, что вы должны смотреть сами и видеть, и уметь читать. И вообще вы должны уметь поднимать вопросы. Вот цель университетского образования. Не наизусть все знать, а поднимать вопросы. Вот главная задача. И это вам поможет. Если вы вот после того, что я сказал, будете искать контра против меня, это тоже хорошо. Я, причем, говорю вам, я не стесняюсь и готов отказаться от этой своей идеи в том случае, если выяснится, что она очень дорогая. Что дешевле вводить пластик. Да? Я откажусь. Но я пока не имею возможности посчитать, я имею, значит, возможность утверждать, что я предлагаю более как бы дешевый вариант. Тем более он как бы еще и носит такой познавательный интерес. Как абхазские марки, например, для мира, я имею в виду. Вообще, нужна ли Абхазии собственная валюта? Последуют ли за появлением валюты какие-то изменения? Еще раз, вот давайте так. Собственная валюта для Абхазии сегодня – это мечта, потому что под валютой я понимаю гораздо более широкое понятие, нежели бумажные деньги. Понятно, да? Поэтому за бумажными деньгами может последовать переход и движение к собственной валюте, а может и не последовать. Чтобы вы себе это представляли, значит, для того, чтобы твоя валюта, то есть твоя денежная единица твоей страны пользовалась популярностью, для этого нужны определенные факторы. Например, большой золотовалютный резерв, да? Какие-то природные запасы, там, 3, 10, их много. Вы почитаете, можете увидеть. Но значит, у нас этого нету, но у нас есть возможность извлечь из нашей ситуации выгоду, которая говорит о том, что, ребята, вот здесь вот что хотите, а вот бумажные деньги наши. Понимаете?
И вот приезжает российский турист сюда, ты организуешь систему, что он перечисляет тебе безналичные деньги на нужный счет, а здесь получает местные бумажки. У вас что появляется? Безналичные деньги, которые можете отдать в кредит и заработать на них. А если, так как у нас происходит, прислал, снял, ушел, все, до свидания. Банки не задерживают деньги. Банк может работать деньгами, которые оседают у него. Это его задача как банка вообще, как коммерческой организации, понимаете? И таким способом мы можем сделать какой-то шаг. Давайте здесь упорядочим, а дальше будем смотреть. Для того, чтобы Абхазия вышла на понятие собственной валюты, вот есть идея Анатолия Отерба, да? Можете с ними ознакомиться, они в виде брошюр есть в Абхазском университете, есть в интернете. Я вам так скажу, его идеи имеют право на жизнь. В чем я не согласен? Да, вот он что предлагает? Он предлагает оценить наши недра, оценить наши реально действующие активы. Ну, допустим, аэропорт. Это, в принципе, реально действующий актив. Значит, железную дорогу там и так далее. И провести элемент акционирования, да, то есть появление титулов собственности. Значит, то есть, грубо говоря, каждый житель Абхазии будет владеть неким титулом собственности по этим работающим активам. В результате, когда титул собственности появляется, значит, начинаются активные рыночные движения. Этим могут заинтересоваться иностранные инвесторы, потому что в основе лежит реальный актив, понимаете? Не придуманная вещь, а реальный актив. И вот тут ты можешь его начать продавать за собственные деньги. Понятно? Тем самым ты за собственные деньги будешь получать доллары, там, евро. Проблема у меня с ним в чем? Идея такая, вероятно, и, может быть, в мире где-то она и проходила как-то, но он говорит о том, что это будет акции. А здесь я вот с ним не согласен. Почему? Потому что титул собственности в виде акции – это определенное, ну, родовое пятно. То есть вот если бумага ценная как-то называется, значит, у нее есть свои родовые пятна. Акция – это бумага, которая должна свободно переходить из рук в руки в результате рыночных операций. Купил-продал. Там нету ограничений. Там из Грузии ты покупаешь или ты там откуда хочешь покупаешь. Понимаете? И вот здесь вот эта слабость этой бумаги как явление. Я ему и говорил, поменяй название актива. Вот этого. Не акция, а что-нибудь другое. Потому что акции ты не сможешь реализовать, потому что он считает, что нужно определенных людей ограничить в покупке там, и так далее. Ну, там понятно вам всем, да, о чем я говорю. Что есть опасность, что грузинский капитал зайдет таким образом, да, будет долю иметь там, понимаете. Мы еще сейчас не можем говорить о том, что мы все такие рыночные и должны вести себя совершенно по-рыночному. И он это тоже согласен был со мной, что вот эта акция не очень удачное слово. Но, по крайней мере, вот мое разногласие с Анатолием Отербо. А если вы его почитаете, вы увидите вероятный ответ на вопрос, может ли у вас быть валюта в Абхазии, у нас. Вот. А я считаю, что валюта валютой, а вот бумажные деньги бумажными деньгами. Понятно вам, да? Вот. Тем более, что если вы посмотрите, почитаете вот, всех тех авторов, того же Гезеля, есть еще Маргарет Кеннеди, она писала «Деньги без процентов и инфляции» книгу, где тоже идею денег проводила, которые не будут, значит, вести за собой вот такие последствия, которые несет вот этот магистральный путь развития денежных систем мира, понимаете? Вот. И как бы не только денег, у меня мыслей, похожих применительно к некоторым другим сферам экономики. Да, ну понятно, к ценным бумагам и Абхазии хватает. И просто вам рекомендую так посмотреть и подумать. Не почему нет, а когда. Не в смысле когда, а в смысле как может получиться. Не сразу нет говорить, а посмотреть, при каких условиях и как тот или иной инструмент у нас может заработать. И тогда у вас будет более правильная картина, более точные ответы. Вот я до сих пор повторяю, точность знаний, стандартные и нестандартные решения. Но точность знаний на основе. Насколько вот эта идея национальной валюты, на национальной валюте не только Отербо говорит. Идея, которую Анатолий Отербо проповедует, он, скажем, взял от ряда авторов, в том числе и от лауреата Нобелевской премии Эрнандо де Сото. Да, это человек, который сказал Эрнандо де Сото, что то государство успешно в мире, которое решило вопрос собственности. Это у него есть знаменитое произведение. Потом Анатолий Отербо общается в России с экономистами, которых можно отнести к группе алармистов. Алармисты – это тревожники.
от слова тревога английское, аларм, они говорят о том, что современная, значит, ситуация в мире очень плохая, что нужна новая парадигма экономической науки, что мир на грани находится коллапса экономического развития. Исходя из идеи того же Адама Смита, что разделение труда в замкнутой системе конечно. Оно не может идти бесконечно. Соответственно, Земля у нас круглая, мы допрыгались. Без Марса мы уже, значит, вот, подобного рода. И среди них есть достаточно серьезные авторы, которые вот похожие подходы говорят. Поэтому я бы к его идеям относился именно так, что они имеют право на жизнь, с ними можно спорить. Вот. Применимы они в Абхазии или нет, но это надо путем спокойной дискуссии, а не таких вот у нас... Как происходит участие Анатолия Отерба в жизни Абхазии? Где-то круглый стол, он приходит, естественно, формат круглого стола не позволяет высказаться, вот как я сегодня про деньги вам говорил, вот так вот, с той стороны, с этой стороны. Ну, не позволяет, формат круглого стола не дает такой возможности. Ну, потом, учитывая особенности характеров, начинаются столкновения там. В итоге, как предупреждал Карл Каутский, не надо, говорит, с водой ребенка выплескивать. Так что вот ответ такой. Я не уверен, что это его идея до конца. Вот все, но если мы в этом направлении пойдем и будем этим заниматься, то мы можем выработать что-то такое. Вообще общего рецепта нету. Он вырабатывается здесь и сегодня. Вы как историк это лучше меня даже знаете. Вот по поводу вашей идеи, опять-таки, к ней возвращаемся, да. Мы знаем то, что инфляционные процессы сейчас в мире, они активны. Инфляционные процессы, то есть сейчас идет обесценение, да. Как вот с этим бороться? Допустим, если мы введем бумажки, как вы говорите, да, мы во всяком случае, ну, мы будем зависеть от России, понятно, мы будем подкреплять рублем. Мы так или иначе будем зависеть, но... Да, и еще один камень преткновения, да, как мы будем решать проблему того, что большая часть денежных средств в нашем бюджете, это те же самые денежные средства, поступающие из России. Если данная помощь прекратится, то, соответственно, и эти наши бумажные деньги, которые мы выпустим, да, сымитируем, Нет, они... мы выпустим ровно столько, сколько мы получаем денег, вне зависимости от этой помощи. Вот послушайте меня правильно. Когда я вам говорил, может быть, немножко для вас незнакомо, но есть такое понятие налично-денежное обращение. Оно включает в себя безналичное только в том смысле, что деньги приходят на тот счет, с которого снимается наличность. Понимаете? А российская финансовая помощь не всегда приходит в том виде, что ее все в виде нала снимают. Потому что часть уходит на закуп оборудования, там, на закуп сырья и тому подобное. Только часть на зарплату уходит. Это раз. Второе. Насчет инфляционных процессов. Вот знаете ли вы, по какой цене в 2012 году в Абхазии в среднем было завезено молоко или сливочное масло? Они были в среднем завезены за 30 рублей. Сколько у нас масло стоит? От 50 до 70, в зависимости от того, что за масло. Не говоря о масле валио. А молоко сколько стоит? 60-55. Теперь вот смотрите, вы завозите товар по таможенной стоимости в 30 рублей. Это российская таможня дает информацию. В среднем. А здесь продаете в 2 раза дороже. Это какие такие процессы должны в России были произойти, чтобы мы здесь в 2 раза дороже? Причем здесь Россия? На самом деле очень много инфляционной составляющей мы, может быть, порождаем сами. Почему? Что надо делать? Надо сесть и изучить причины такого роста цен. Почему продавец хочет за счет этого роста цены, какие хочет покрыть затраты? Знаете, есть закон роста потребностей по мере роста уровня потребления. То есть, вот, чем больше ты потребляешь, тем больше ты хочешь. Если это одно. А если внутри страны действуют какие-то ставки арендных платежей, какие-то неформальные взаимоотношения и так далее и тому подобное, это другое. Да более того, если вы посчитаете инфляцию, которую просто делаем, берем прожиточный минимум, делим, значит, сопоставим год на год, да? Конец года на конец года. Смотрим, на сколько процентов выросло. Так? Потом смотрим, сколько в России инфляция годовая составила. И сравниваем с тем, что мы имеем. Я вам скажу, по 2012 году из 8% инфляции, которая у нас как бы была из-за роста цен, 3% мы породили самостоятельно. Внутри Абхазии. Так, мои-то идеи с инфляцией никак не связаны, потому что речь-то идет о чем? О том, что я бумажку меняю на бумажку. И те инфляционные процессы, которые происходят в России, они будут сказываться, конечно, на этом. Это безусловно. Но другое дело, что нам надо разобраться, что у нас происходит. Почему? Так дорого стоит молоко.
Я считаю, что это замечательно, что в стенах нашего университета рождаются новые мысли, новые идеи, и обосновываются эти идеи. В принципе, так оно и должно быть. Настоящие научные кадры, мыслящие, которые вообще подпитывают общество, политическую элиту, они должны находиться там, где ученые. Вопрос, который мы сегодня обсуждали, он очень интересен, прежде всего, с моей точки зрения, в плане постановки, потому что послевоенные годы как раз-таки очень часто дискутировалась тема эта немножко по-другому, под углом национальной валюты. Вот в такой постановке вот проблема мне, например, на этом этапе очень симпатична, потому что, по крайней мере, ведь во всех серьезных движениях, да, или стремлениях могут быть пошаговые движения, скажем, да, или поэтапные. Это совершенно не радикальный, вполне понятный в плане постановки вопрос. И другое дело, насколько наше руководство, да, и политическая элита, и, конечно, экономическое сообщество поддержит ее. От этого зависит очень многое. Я надеюсь, что каждый из вас записал имя Гезеля, хотя бы. Да? Аргентину-немца, да. Сильвио Гезеля. Насколько я помню, он умер в 30-м году, в 1930 году. Он из Германии. Долгое время его теория, поскольку была не магистральной, он был отшибный. Это вот после... Но отношение к нему разное и сегодня тоже, и тогда, и сегодня. Да. Ну, кто бы понимал. Ну да. Но это человек, который предсказал Вторую мировую войну. Он же не был шарлатаном. У него были большие познания в финансовой науке. Его считают социальным реформатором. Скажите, на чем все-таки основывалось вот его как бы предсказание или предвидение база, да, вот я упустил. Этой войны, Второй мировой войны? Второй мировой не готов сказать. Его идея вот этих свободных денег, она базировалась на том, что деньги должны играть роль исключительно средства обращения. И средства необходимы для обмена. Отсюда вот это его было запущено. У него был очень интересный взгляд по поводу кредитов. Он был против процентов по кредитам. Поэтому деньги с отрицательной стоимостью. Да. Тот, кто владел деньгами, он потом в конце, значит, как бы платил. А вообще эта волна вот этих экономистов, она считала, что процент по кредиту, он мешает нормальному развитию экономики, поскольку те, кто брал кредит, оказывались со временем не в состоянии предъявлять на рынок реальный спрос. Надеюсь на то, что эта лекция, как идея, не останется без должного реагирования. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я думаю, что вы будете гостем нашей программы еще не раз. Это была кафедра лекции на абхазском телевидении. Спасибо.